И место, и сама атмосфера подчеркивают дружеский формат этой встречи. Для блогеров совместный ужин с Рамзаном Кадыровым – отличная возможность познакомиться с известным политиком. Кто-то интересуется тем, как отдыхает Кадыров, а кто-то хочет выйти с ним на ринг для тренировки. А вот модель и блогер Лусик Карапетян решила оригинально подготовиться к этой встрече. Я бы, конечно, хотела знать чеченский язык. И в дань уважения к этому языку позвольте мне поговорить на чеченском. Рамзан Ахматович Суна Хосила Кхона Тойола Аполитик Аву Ладухарна Баркала. Впрочем, сюрпризы на этом не закончились. От информационного агентства России ТАСС Рамзану Кадырову вручили благодарственное письмо за помощь в организации блог-тура в честь 200-летия Грозного. Уважаемый Рамзан Ахматович, от лица информационного агентства России ТАСС выражаю вам благодарность за помощь в организации социально значимого события на территории Чеченской Республики, а именно блог-тура, приуроченного к 200-летию основания города Грозный. Хотим вам пожелать профессиональных успехов, дальнейшего развития и процветания Чеченской Республики и города Грозный. Спасибо вам огромное. Участники блог-тура успели посмотреть, как сегодня живет Чечня, познакомиться с интересными людьми. Джамбулат Умаров рассказал гостям о том, как республика добилась мира и процветания. Это земля созидания, это земля с древнейшей культурой, с древнейшей историей. Это земля, которая родила такого великого сына, как Ахмад Хаджи Кадыров, Далгазоват Обалдольцун, который единственный в истории чеченского народа не просто сумел уничтожить, растоптать эту войну. Это человек, который из руин поднял города и села. Большую часть времени блогеры проводят в Москве, и теперь, оказавшись на Кавказе, рассказывают, что им здесь понравилось. Отсюда и вопрос, где Кадырову нравится больше. Я Москву люблю как столицу, но жить, находиться там не люблю. Я сразу вылетаю, решаю вопрос и обратно прилетаю домой. Я не знаю, куда там сходить. Ну, там поехал, там музей посмотрел, там какие-то галереи там посетил, там. А дальше что? А здесь у нас хорошо. Можно в любое время выехать в горы, там, походил по горам, поговорил, порыбачил, приехал домой. Все, видишь, мне здесь нравится республика. Я никуда не выезжаю, я не помню где-то, чтобы я отдыхал. И отпуск я дома провожу. Я несколько дней назад был в горах 2 дня, мне там понравилось. Я день 40-50 километров проходил там по горам. Очень красиво. Просто красота. Говорили и о чемпионате мира по футболу. Блогерам интересно, какие матчи планирует посетить Рамзан Кадыров. Матч был я в Саудовской Аравии, Россия, да, играла. Если получится, в конце полечу, а если нет, то по телевизору посмотрю. К нам приехала команда египетская, там, один из самых лучших футболистов мира, Мохаммад Салах. Мы приняли их достойно, нет никаких там замечаний, наоборот, слова благодарности. И сегодня мы все, вопрос футбольной темы, да, завершили, они улетели себе домой, и все. У нас к нам нету ни одного вопроса, все восхищаются, все говорят слова благодарности. Я считаю, что чемпионат мира по футболу нужно был для России. Вот мы смотрим в городах, даже в столице Москвы, там, все народы, все национальности, там, несмотря на то, что санкции, там, против, не против, все отошли от политики, да, занимаются футболом, спортом. Да. Молодым людям интересна семья главы республики. Они хотят побольше узнать об Аймане Несиевне, президенте регионального общественного фонда имени Кадырова. Каждый ребенок любит свою маму. Я тоже очень сильно люблю. Моя мать, она всю жизнь работала, чтобы нас достойно воспитать, одевать, кормить. Мы жили в селе, у нас никаких условий не было, газ, свет, там ничего у нас не было, дороги не были. И никогда у нас не было вопросов, почему там социальные, там другие, там третьи вопросы нам не помогают, почему у нас нет дороги, почему нам не выплачивают. Вообще никаких проблем, никаких вопросов не было. Женщины, мужчины, все там трудились, готовились к зиме все вместе. Мой отец всегда учился. Он учился всегда, как я его помню. У меня всегда была мечта
Ну, он все закончит и придет домой, и дома останется. И потом начались, как он закончил учебу, вот как мы встали на ноги. Началась первая военная кампания, вторая военная кампания. Вот всю жизнь моя мама ждала своего мужа, моего отца, всегда его провожала. Никогда вопросов не было, почему ты так, почему я это. Всегда теплотой его встречала. Она никогда не давала ему думать, что будет с детьми, как одевать их, обувать их. И она воспитывала, все делала для нас, а мой отец получал образование. Религиозное образование. Всегда вот окно, ее место, и кто приехал, кто уехал, когда приехал. Никогда не легла спать, пока мы не все приехали. Если мы должны приехать домой, ночью 3 часа, 2 часа, пока все мы не соберемся, она не ложилась спать. У меня первая мечта, чтобы она всегда была спокойна и счастлива. Ну, стараюсь как бы ей угодить. Если я каждый там утром, вечером, ночью, если не получается поехать домой, не позвонил, не доложился, она всегда вот беспокоится, молится за нас, за всех. Когда обнимаешь маму, поцеловал, этот день у тебя самый счастливый. Если не получилось, то по телефону сказал теплые слова, получил чуть-чуть сбучку, тоже счастливый день. Родители — это святое. Надо любить, уважать, ценить. Это мы начинаем понимать, когда наши дети растут. И когда они так халатно относятся к всему, там, тогда ты понимаешь, настолько больно твоим родителям было. Когда ты допускаешь ошибку. Там. Когда сам молодой, ничего не замечаешь, там, что они скучают, там, я там такой-сякой, там, нет. Ты для родителей там, всегда ребенок. Моя мама меня каждый раз, если что не так, сразу ругает. Всем хочет помогать. Там. И всегда где-то там показывает по телевизору, там, бедная семья, она сразу звонит директору, адрес дай мне, и сразу отправляет там, к ним домой. Вот такая она. Любит помогать. Вечер украсили артисты чеченской эстрады и солисты ансамбля «Нохчо». Они исполнили для гостей зажигательную лезгинку. Вечер продолжился дружеской беседой. Добрый и открытый человек. Такое мнение оставляет о себе Рамзан Кадыров, отмечают блогеры. Я был удивлен простотой и доброжелательностью Рамзана Ахматовича. Приятно. Все такое. Нас очень тепло встретили в Грозном, так душевно, с этим вот кавказским гостеприимством, что я почувствовал себя как дома, и такая атмосфера здесь такая еще вот хорошая, на свежем воздухе, так что я очень доволен и с удовольствием приеду еще. Год назад я распечатал фотографии, ставил цели и вешал их. У меня была последняя цель, скажем так, мечта познакомиться с Рамзаном Ахматовичем. Вот, и сегодня я это сделал. Знаете, то, что мы видим по телевизору, какой он есть настоящий, это разное. Он реально вот сейчас такой искренний, честно, не знаю. Я кайфанул от встречи и знакомства с таким человеком, правда. И я думаю, что это не первый, но не последний визит мой в Грозный. Потому что так тепло меня, да не то что меня, мне кажется, любой, кто сюда приедет, поймет, как здесь встречают. Этот блог-тур ознакомительный, программа очень насыщенная. Еще с утра блогеры успели посетить чеченское высокогорье. Чудесные пейзажи Шатойского и Итумкалинского района оставили массу впечатлений у гостей. В том числе они посетили знаменитый Цой-Педе, мертвый город. Душа переполняется эмоциями от увиденного. Вначале это был такой тяжелый подъем в гору, а сейчас я просто наблюдаю такое дыхание древности, что ли. Тут очень красиво, здесь умиротворяющая такая атмосфера. Честно, я очень доволен, что я оказался здесь. Сегодня был последний день блог-тура. Гости посетили модный дом Фирдаус. Ознакомились с линией одежды от известного уже во всем мире дизайнера Айшат Кадыровой. Хорошее качество, необычный дизайн и ручная работа понравились блогерам. В доме моды Фирдаус, в общем-то, мне нравится
все без исключения. Мне безумно понравилась детская одежда, потому что у меня есть маленькая принцесса, которая, безусловно, была бы счастлива одевать такие платьишки. Мне нравится именно качество исполнения. Вот буквально каждая деталь в платье исполнена с огромной любовью, чувствуется качество одежды. И действительно, вот модели сами по себе очень модные, при этом скромные, да, колоритные, именно кавказские, то есть такой чеченский колорит, очень приятный мне. Делегации пригласили в кондитерскую «Париж». Здесь они попробовали самые лучшие десерты. С гостями встретился Иса Хаджимурадов. Он вручил им памятные подарки и предложил почаще приезжать в Грозный. Так как умеют встречать в Грозном, и, наверное, не умеют нигде. И народ добрый, и глава Рамзан Ахматович. Я очень благодарен организаторам, министру Умарову, который все это организовал. Если вы хотите куда-то полететь отдыхать, прилетайте смело в Грозный. Это нужно хотя бы один раз в жизни увидеть. И не слушать, что там говорят. Нужно взять, пролететь, посмотреть. Я уверен, что каждый турист будет доволен. За эти дни блогеры успели побывать в самых отдаленных уголках республики. Смотрели необычайные красоты Кавказских гор, Ушкалойские башни, Нехлоевские водопады, шашлык на природе и самое главное – встреча с Рамзаном Кадыровым. Участники блог-тура успели заснять достаточно материала для своих следующих выпусков и уверены, что еще не раз вернутся сюда, чтобы снимать качественный контент. Из Науш Заурбекова, Алхазур Каримов, Милана Абиева и Айнди Алдамов. При поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости.